Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Обвинительный приговор отменен. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии направила дело по убийству Климантовича на новое судебное разбирательство. Помогла скоординированная работа. Заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихии. Определена идеальная пара. Журнал «Свадебный сезон» подвел итоги ежегодного конкурса. В Центральной избирательной комиссии продолжается регистрация кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии. Сегодня были зарегистрированы 13 кандидатов. Таким образом, общее количество зарегистрированных кандидатов на 16 февраля – 125 человек. Дело по убийству Климантовича ушло на новое рассмотрение. Такое решение сегодня приняла Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии. Приговор Верховного суда за похищение и убийство российского бизнесмена Сергея Климантовича и его помощницы Оксаны Скоредновой, предусматривавший осужденным различные сроки лишения свободы в колонии строгого режима, отменен. Коллегия Верховного суда в составе председателя Тимура Тарба, судей Оксаны Пилия и Генри Гамисони направила дело на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебным заседаниям. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бигвава, Гопия, Цвижба и Хмаил оставлена в силе и продлена на 3 месяца до 16 мая 2017 года. Напомним, что один из осужденных, Нодик Вициня, в настоящее время объявлен в розыске. Его местонахождение не установлено. Руководствуясь статьями 344 частью 1 пункта 2, 347 частью 2, статьей 108, 255, 256 УПК Республики Абхазия, Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия определила отменить приговор Верховного суда Республики Абхазия от 28 октября 2016 года и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию. Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Хмаил, Бигвава, Гопия, Цвижба оставить без изменения. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба несколько дней назад в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барцыц. Сегодня на заседании оперативного штаба Рауль Хаджимба подчеркнул важность скоординированной работы всех задействованных структур в режиме постоянного реагирования. Подробности в материале Ренаты Шакая. Из-за снегопада в ночь на 16 февраля Ишерский участок республиканской трассы и объездная дорога в Гагре были закрыты. Но уже с утра четверга дорога была открыта для проезда всех видов автомобилей. Глава государства отметил, что все службы слаженно справились с поставленной задачей. Кроме того, свою положительную роль сыграли предпринятые ранее меры в рамках инвестпрограммы. Все те работы, которые были проведены в этом году по линии инвестпрограммы, все те подстанции, которые были обновлены, вот это позволило нам не иметь того ужаса, который мог бы быть. Особенно, я еще раз говорю, в той ситуации, в которой оказалась страна вот в этот период года. Таких снегов, особо, как говорится, у нас не бывает, но мы все равно, как говорится, к будущему должны быть готовы. Ждать, будет снег или не будет снег, в любом случае, это, наверное, не самое верное. Мы все-таки подготовить должны хоть 1-2 техники для того, чтобы специализированные для уборки снега. И хотим мы, не хотим, есть вопросы, конечно, и экологии, но какие-то реагенты должны быть для именно от этих участков дорог, потому что одними грейдерами зачищать эти труднопроходимые места очень сложно. Премьер-министр страны Беслан Барцыц, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, отметил, что ситуация находится под контролем. Все задействованные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация остается под контролем и не прекращается ни на минуту. Практически в круглосуточном режиме работы проводились. Также были сложности, связанные с падением деревьев и перекрытием республиканской трассы в районе Чадара. Но должен сказать, что очень оперативно, совместно с МЧС,
быстро устраняли в течение получаса, и дорога была разблокирована. На совещании было принято решение отменить занятия в школьных и дошкольных учебных заведениях до понедельника. В связи с погодными условиями Министерство образования по согласованию с Кабинетом министров приняло решение о приостановке занятий в школах до понедельника. Надеемся, что к понедельнику погодные условия уже позволят нам продолжить учебный процесс. Сотрудники Черноморэнерго еще с 14 февраля были приведены в повышенную готовность, так как в связи с ухудшением погодных условий из-за ветхого состояния энергосистемы страны были вполне ожидаемые аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередачи. И эти опасения подтвердились. На сегодняшний день по высокой стороне у нас существует еще 3 аварии, но это происходит почти без ущерба для абонентов и для тех магистралей, которые питают наши подстанции. Единственное, сегодня в данный момент у нас обесточена подстанция Кочара. Люди работают на высоковольтной линии 35 киловольт. И работа идет по той же линии Килосур, на которой была вчера проблема, сегодня возникла новая проблема. Видимо, осадки утяжеляют ветки деревьев, и, соответственно, эти деревья падают. Фактически каждые 30-40 минут происходит локальная новая какая-то авария. Естественно, бригады работают. Что касается коммунальных служб Сухума, то они второй день работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия снегопада. Об этом сообщил глава столичной администрации Атгур Харази. Он отметил, что расчистить каждую улицу в городе только силами коммунальных служб невозможно. Глава администрации города обратился с просьбой к домовладельцам, а также руководителям предприятий и объектов розничной торговли и питания в столице расчистить от снега прилегающую к их объектам территорию. На совещании также коснулись инцидента, который произошел в Гагре с туристическим автобусом. Неизвестные закидали камнями автобус с возвращающимися в Россию туристами. В автобусе находилось 52 человека, среди них 5 детей. По горячим следам никого найти не могли. Но в тот же день в районе уже Украины был аналогичный случай, камень был брошен. По тем, что мы имеем информацию, это делали малолетки, но у нас есть большое подозрение, что идет там конкурентная борьба между экскурсионными турфирмами. На вопрос президента, стоит ли ждать потепления в ближайшее время, главный синоптик страны Ливард Барциц отметил, что суровая зима позади, что в воскресенье ожидается потепление до 10 градусов. Рената Шакая, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение. Уже после совещания наши корреспонденты отправились на самый сложный Ишерский участок центральной трассы, где практически сутки велись работы по уборке снега. Проезд для всех видов транспорта был открыт только в четверг утром. Репортаж Сарей Смер. Специальная техника по уборке снега здесь работала практически сутки, но полностью расчистить дорогу удалось только к утру. Ход работ проинспектировали члены Государственной комиссии по ликвидации последствий снегопада во главе с премьер-министром Бесланом Барциц. Работы по уборке снега проводила государственная компания «Абхазавтодор». После того, как грейдер чистил дорогу, мы разбрасывали во избежание покрытия льдом дороги, пескоразбрасывание. И вот таким образом вчера всю ночь работали и привели дорогу в такое состояние. По словам Бориса Ачуба, специальная техника также работала и на территории Бзыбского ущелья, но там движение автотранспорта не было приостановлено. На сегодняшний день по всей республике было задействовано только 13 единиц спецтехники, и именно по этой причине расчистка дороги заняла много времени. На следующий год планируется привлечь технику из России. Понятно, что одними грейдерами дорогу очень сложно чистить, поэтому и правительство, и мы сейчас выходим на наших коллег из России и думаем, как все-таки применять реагенты. Надо это согласовать с экологическими службами Абхазии. Какие реагенты можно использовать, какие нельзя. И вот я думаю, к следующему году мы будем более уже
подготовлены. Как сказал Борис Ачба, большую помощь в уборке снега оказали руководители Галского района, а также сотрудники Черноморэнерго. Работы по ликвидации последствий на республиканской трассе продолжались практически целый день и в четверг. Специалисты убирали с проезжей части деревья, упавшие под тяжестью снега, и только после этого засыпали наиболее опасные участки дорог песком. Сарья-Смыр, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня Рауль Хаджимба вручил государственную премию имени Дмитрия Гулия в области литературы, искусства и архитектуры за 2014-2016 годы. Открывая торжественную церемонию награждения, Рауль Хаджимба отметил, что государство и впредь будет оказывать поддержку в развитии литературы и искусства. Репортаж на Лыкове. Самая первая государственная премия Абхазии, премия имени основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулия, была учреждена в 1967 году. Изначально она присуждалась в том числе и за достижения в области науки. Затем было принято решение удостаивать премии за высокий вклад в развитие абхазской литературы, культуры и архитектуры. Первыми лауреатами премии были Баграт Шинкба и Иван Папаскир. С тех пор каждые 3 года специальная комиссия в ходе тайного голосования избирает новых обладателей самой высокой награды страны в области литературы, культуры и архитектуры. За высокий вклад в развитие отечественной литературы и культуры государственной премии имени Дмитрия Гулия удостоились поэт Вахтанг Абхазов за сборник стихотворений «Зымцехойку», певица, народная артистка Абхазии Людмила Гумба за значимый вклад в область культуры страны, кинорежиссер, народный артист Абхазии Вячеслав Облотья за дубляж мультипликационных и художественных фильмов. Сегодня то, что мы получили с ребятами премии имени Гули, это великая вещь, потому что, во-первых, оно связано, почему именно со стороны кино, потому что непосредственно я занимаюсь языком фактически, пропагандой абхазского языка. Мультфильмы, фильмы. Кино, оно очень воздействует. Не напрасно Иосиф Виссарионович все фильмы смотрел. Он знал, что это большая пропаганда. И вот мы сегодня занимаемся пропагандой вот этого абхазского языка. Государственная премия имени Гулия присуждается за труды на абхазском языке. Однако бывают и исключения, когда премия присуждается вне конкурса. Таким образом, лауреатами в разные годы становились Фазиль Искандер и народный поэт Карачаева-Черкесии Микаил Чикатуев. И в этом году лауреатом госпремии вне конкурса стал писатель Даур Начкебия за роман на русском языке «Берег ночи». По словам председателя комиссии по госпремии Алексея Гогуа, члены комиссии не смогли обойти вниманием это произведение. Вне конкурса тоже у нас бывает, что если произведение написано не на абхазском языке, в уставе нашем написано о том, что в премии Гулия присуждается человеку литературы, написано произведение, которое написано на абхазском языке, которое сыграло какую-то определенную роль в развитии нашей литературы. Вне конкурса премию присудили Дауру Начкебия за роман, написан на русском языке, который переводится на абхазский. Он хотя пишет в основном на абхазском, на этот раз хороший роман о войне, участником которого он был, он написал. Премии имени Гулия также удостоился Владимир Зантария за сборник стихотворений на абхазском языке «Бзенца». Поэт признается, что для него вручение премии стало приятной неожиданностью. Не думал, что эта работа привлечет к себе такое внимание, но появились отзывы, появились статьи, рецензии на эту книгу. А поэту, писателю любому очень бывает лестно и приятно, когда замечают книгу, замечают сборник, замечают цикл стихов. А начался он, и предыстория вопроса такова, что из сборника, что с цикла стихов, который составил стержень этого сборника. Цикл стихов был опубликован в журнале «Алашара», и позвонил первым сам Алексей Ночевич Голгуа, помню, почти в половине 12 ночи, и он сказал, что я прочитал этот цикл стихов, что он оставил очень такое хорошее впечатление. Поздравляя лауреатов государственной премии, президент Рауль Хаджимба отметил ее значимость и то, что она накладывает на лауреатов большую ответственность. Издрует яха хартхазну амюа и Марьедзам шарт ширчиярат усун такое ирызгуб хараха хунткара арчияра хунткара атагылазаша хаважлар рхачапша арпшра абри
Авенткарры гуйцас ядгалартипс атагалазача апнацалару. Ехетби абре ахтыски изыску обрёб. Каждый творческий человек надеется, что его работа получит признание зрителей, читателей, ценителей искусства. Лауреаты признавались, что для них премия имени великого писателя, народного поэта Дмитрия Гулия – особая честь. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации города Пицунда. В соответствии с указом президента Беслан Бар освобождается от исполнения обязанностей главы администрации города Пицунда. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен Виталий Хутаба, последнее место работы которого – директор объединения пансионатов курорта Пицунда. Сегодня политсовет политической партии Амцахара выступил с заявлением в связи с тем, что некоторые члены партии заявили о своем выходе из ее рядов. На взгляд членов политсовета Амцахара, цитата, «единственной причиной несогласия с позицией партии и выхода из нее является кадровый вопрос, а именно выдвижение кандидатуры Саманба на должность вице-премьера правительства». Широкий круг вопросов двусторонних отношений, а также некоторые аспекты внешнеполитического взаимодействия двух стран и ситуация в регионе обсуждались в Министерстве иностранных дел Российской Федерации на встрече министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кови со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, сообщает официальный сайт МИД Абхазии. Затрагивались также вопросы, касающиеся предстоящего раунда женевских дискуссий. Глава МИД Абхазии отметил, что встреча прошла в традиционной дружественной атмосфере и носила конструктивный характер. В Абхазии выбрали идеальную пару. Победителями 5-го юбилейного конкурса от журнала «Свадебный сезон» стали Сария Базба и Энвер Мукба. Церемония награждения традиционно прошла в ресторане «Ирцах». Организаторы конкурса – журнал «Свадебный сезон» и Фонд социально-культурного развития «Семейные ценности» подготовили для гостей интересную развлекательную программу. Их ждали необыкновенные фотозоны, модные показы, выступления популярных артистов. Низ Фаршба расскажет подробности. Конкурс «Идеальная пара» по версии журнала «Свадебный сезон» – это уникальная возможность для молодоженов рассказать о своей истории любви всей стране, попасть на страницы журнала и, главное, выиграть приз. Таким шансом воспользовались Сария Базба и Энвер Мукба. Они и стали победителями 5-го юбилейного конкурса «Идеальная пара» по итогам голосования. С каждым годом количество желающих принять участие в нашем конкурсе растет. Но мы решили ограничить все-таки где-то до 12 количество пар. Но так получилось, что в этом году у нас принимает участие 13 пар. Можем сказать, что популярность журнала растет. Растет количество наших подписчиков в социальных сетях, которые всегда с большим интересом следят за ходом голосования. И мы стараемся дать им какую-то информацию, рассказать о наших участниках, сделать для них красивые, красочные фотографии. Конкурс «Идеальная пара», инициированный журналом «Свадебный сезон», проводится в Абхазии в 5-й раз. И если раньше к участию в нем допускались только молодожены, то теперь побороться за звание лучших могли все желающие, независимо от даты бракосочетания. Хочется поздравить журнал «Свадебный сезон» и Фонд социально-культурного развития «Семейные ценности», учредителем которого является главный редактор журнала Наталья Сергеева, с тем, что 5 лет подряд они нам дарят такой замечательный праздник традиционных семейных ценностей, дружбы, любви. Главный приз в этом году тоже не совсем обычный. Юбилейный конкурс организаторы решили отметить особенно и подготовили победителям подарок, который не просто останется в семье, но и сможет передаваться из поколения в поколение. Основатель Дома фамильных ценностей «Амра», ювелир Ирма Папаскири Аршба, в течение месяца подготовит победителям конкурса фамильную тамгу из драгоценного металла. Подговаривали родственников, чтобы голосовали за вас, или как получилось? Не подговаривали, а просили, предлагали. Конечно, правду лучше сказать. Да. Не только родственников, и друзей, одноклассников, и всех, кого знали, всех просили. И как вам результаты этого конкурса? Мы довольны. Так как мы на первом месте. «Идеальная пара» – конкурс молодой, но уже успел приобрести своих поклонников. Это популярный проект в нашей стране, пропагандирующий ценности семьи и семейных уз.
Нисфа Аршба, Абхазское телевидение. Ну и о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами возможен дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью 0-2, днем +3, +5. Температура морской воды +7. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.